Добрый вечер, меня зовут Ирина Ефимова, и вы смотрите программу «Якутия в деталях». В феврале прошлого года президент нашей страны Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, неожиданно для многих дал новое определение слову «элита». По его мнению, слово это во многом себя дискредитировано теми, кто считает себя кастой с особыми привилегиями и правами, не имея никаких заслуг перед обществом. А настоящей элитой президент назвал всех, кто служит России. Воины и труженики, проверенные, надежные, которые делом доказали свою преданность стране. А еще несколько месяцев спустя президент поручил активно внедрять участников СВО в политическую элиту регионов. И с начала этого года отдельная программа заработала у нас в республике, получив название «Якутия. Земля героев». О том, как проходит обучение, какие задачи решает программа, поговорим с гостями моей студии. Это куратор кадровой программы от Высшей школы инновационного менеджмента, кандидат педагогических наук Наталья Кашперская и один из курсантов, один из лучших курсантов Владимир Жексимбаев. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, во-первых, я вас хочу поздравить. Сегодня же такой особенный день. Сегодня день присоединения к России, возврата в лоно страны новых регионов. Да, и ну, для вас, для участников программы, наверное, тоже особенный день какой-то. Конечно, это очень особенный день, особенно учитывая то, что я родилась в Донецкой области когда-то очень давно, Российской Федерации, поэтому для меня это действительно очень знаковый день. И считаю, что это очень справедливо, что произошло то, что произошло. Также во время референдума я сам находился в зоне СВО, поэтому для меня этот день как бы тоже значим. Ну вот вчера у нас была программа, посвященная этому, да, и там один из участников, Сулустан Заболоцкий, тоже участник СВО, и он находился в это время референдума как раз в городе Кировске, в нашем подшефном. И он говорил, что это прямо был праздник там. А у вас, Владимир, какие это? Да, также люди, ну, места, конечно, по безопасности были определены. Референдум проходил в полной мере. Все, кто желали, все принимали в этом участие. И люди радовались, что это ступень, это путь к тому, что сейчас уже вот они станут на законных основаниях частью нашей страны. Я хочу напомнить, что мы работаем в прямом эфире, и задать вопрос моим гостям можно, позвонив в студию по номеру 8 41 12 42 14 39, или можно отправить текстовое сообщение в Телеграм на номер 8 914 235 05 02. Ну вот я отвлеклась, давайте к программе. Хочу начать разговор, Наталья Альбертовна, с вас, как с куратора. Когда вы впервые услышали об идее создания такой программы, какая мысль у вас вообще первая возникла, да, и было ли понимание того, что вообще там должно быть, в каком направлении двигаться, какие этапы подготовки включить, потому что цель же это государственная служба, и это совершенно другая вселенная. Да, вы знаете, конечно, здорово, что вообще у нас просто было ликование по поводу того, что это будут не просто назначения людей, которые имеют определенный опыт защиты Родины на передовой, просто потому что они там были, а именно очень детализированный подход к вопросу подготовки кадров. Для того, чтобы эти были решения приняты не спонтанно, потому что это длительный процесс формирования управленческой культуры внутренней в каждом человеке. Поэтому очень здорово, нас это радует. И меня еще радует то, что это не просто отдельно взятая программа, она является, по сути дела, частью большой федеральной программы «Время героев», конечно. То есть это непосредственно задание Владимира Путина, который вот таким вот образом распространил хороший, позитивный опыт во все регионы нашей страны. Поэтому да, мы себя считаем частью большой команды, управленческой и педагогической, потому что программа, прежде чем она была запущена у нас, мы ее согласовывали, конечно же, в РАНХИКС. Поэтому, конечно, мы детально подходили к этому вопросу и готовились долго. Надо сказать для зрителей, наверное, что РАНХИКС — это Российская академия государственной службы и народного хозяйства. Одним из показателей успешности программы еще на старте, наверное, нужно считать количество поданных заявок, конечно, да, количество желающих принять в ней участие. И их было почти 600, если я не ошибаюсь. Как вот отбирали тех, кто пройдет в очный этап, какие были критерии?
Ну, прежде всего, это должны быть люди, которые имеют статус участника СВО. Это должны быть люди, имеющие высшее или среднее специальное образование. Это должен быть минимальный хотя бы опыт управленческой работы. И, конечно, потом отборочные этапы — это непосредственно тестирование, это непосредственно собеседование, которое иногда длилось до 1,5 часов. И наша задача была выявить степень мотивированности человека пойти на госслужбу. Потому что, как вы справедливо отметили, это достаточно серьезный шаг. Это меняется жизнь, это меняется приоритизация своей жизни. Ты служишь, ты продолжаешь служить своему отечеству на госслужбе. Поэтому все эти вещи учитывались. И, конечно, ребята заполняли анкету, которая тоже оценивалась, тоже определенные баллы набирали. И вот таким вот образом были определены 25 лучших из лучших. А вот этот минимальный опыт управленческой работы, это как начальник отдела? Там, это и военная служба учитывалась, и в мирной жизни учитывалась. То есть там даже не столько была важна продолжительность, да, сколько просто у тебя в подчинении, вы там писали, сколько человек было в подчинении, да? Вот этого вполне достаточно было, чтобы засчитать его. Владимир, расскажите, как вы решили принять участие в программе, как вы проходили вот эти отборы, ну, с другой стороны, да, Наталья Альбертовна рассказала, что было тестирование и так далее, но вот хочется услышать из первых. Так, ну, о программе я узнал изначально, конечно, о времени героев. Туда подавал заявки, проходил туда отбор. И также узнал, что проводится программа, там все это было расписано с ссылками, что есть региональные программы, которые будут проводиться, аналогичные времени героев. Наша называется «Якутия. Земля героев». Ну и перейдя по ссылке, с тем же смыслом, проходя в нашем регионе и с дальнейшей работой в родном регионе, как бы я принял такое решение, что все документы можно подавать на наш, лучше всего подавать на нашу программу. Вот, потому что так как время героев, там такие условия, что там переезд в другие регионы возможен там, и так далее. А вы здесь патриот Якутии? Ну, да, конечно. Я патриот своего региона, своего города, своего региона, своей страны в целом. Ну, к переезду, конечно, готов, если нужно будет, а в целом, как бы, все свое мне всегда больше нравится. А у вас какой опыт управленческой работы был? Опыт работы? Да. Ну, служил я в правоохранительных органах всю жизнь, выпускник Дальневосточного юридического института МВД, являлся курсантом. На момент прохождения испытаний я работал начальником отряда охраны в компании «Алрос». Один из таких интересных моментов о том, что у каждого курсанта есть свой наставник из числа политиков, общественников, опытных управленцев. У вас, насколько я знаю, это Сардана Гурьева, уполномоченная по правам человека в нашей республике. Вот сначала, наверное, вопрос Натальи Альбертовны, по каким принципам выбирают наставников, назначают наставников, да? А к вам вопрос, как происходит вот взаимодействие с куратором, как часто вы ее видите, какой она вам ценный совет, может быть, дала? Вот вы знаете, условия выбора куратора — это прежде всего человек, который имеет богатый опыт управленческой деятельности. Во-вторых, этот человек должен обладать определенными ресурсами для того, чтобы простроить карьерную траекторию наставляемого. Вот это самое важное было. И у нас действительно выбор совпадал, смотрели, это решал общественный совет. Вот, рассматривались разные варианты. Ну, конечно, департамент кадровой политики, тоже понимая, какая карьерная траектория возможна у каждого из обучаемых, подбирали наставника непосредственно способного помочь ему в продвижении. Понимаете? Поэтому не просто так это. Утверждалось это все главой нашей республики. Поэтому очень выверены все действия относительно этой программы. То есть никакого там жребия из шапочки никто не тянул? Конечно. Все... Да. Жеребьевка — это не наш способ. Все согласно. Они ведь тестирование проходили, да, наверное, на основе этого тестирования? Наставники, конечно, не проходили, а нет, курсанты, я имею в виду, что на
основе конечно. тестирования курсанта понимали, Да, куда прям его. комплекс всевозможных параметров просматривался, и на основе этого уже тогда мы определялись, Назначали кому, наставника. с кем работать в дальнейшем. Ну, вот теперь вы, пожалуйста, про Сардану Гурьеву. Ну, мне очень повезло с наставником, я считаю. Нам всем были назначены наставники высокого уровня, руководители, все с большим опытом. Ну, вот мне посчастливилось тем, что у меня Сардана Михайловна стала наставником. Она является заслуженным юристом Республики Саха-Якутия. Возглавляла и департаменты, и министерство республики, как она делится опытом, со мной рассказывая про свой путь. Проходила работу она, начала свой карьерный путь от специалиста до руководителя. Сейчас она уже второй срок исполняет в качестве уполномоченного по правам человека. А ну и вы как юрист попали в общем Да, Не просто так все. Да, Сардана Михайловна передает опыт. Учит она очень хорошо. Ее вовлеченность, она просто колоссальная, потому что вижусь я с ней очень часто. На всех этапах очной, заочной, дистанционные этапы у нас обучения проходят. Она интересуется всегда, какие вопросы, какие планы, какие компетенции желаете развить. Всегда подсказывает. Где когда-то по телефону, у нее тоже много командировок, и она занята, но связь мы поддерживаем постоянно. А какой она вам самый ценный совет дала? Самый ценный совет, ну, как и юрист. Или не успела еще дать самый ценный? Нет, самый ценный, я думаю, я думаю, что мы с ней подружились, и буду я всю жизнь от нее теперь советы получать, надеюсь на это. Но она говорит, что в первую очередь, ну, я тоже так считаю, что настоящий руководитель, госслужащий должен уметь брать на себя ответственность за свои действия. За свои действия, за принятые решения. Ну и также в ходе своей работы соблюдать такие принципы, как гуманизм, объективность, открытость. Ну это как и у юристов, я думаю, такой принцип должен всегда присутствовать. Спасибо. Наталья Альбертовна, но программа уже какое-то время идет. Можно ли какие-то достижения программы на сегодняшний день уже обозначить? Какие-то истории успеха, которыми вы гордитесь? Да, вы знаете, все-таки мостик от предыдущего вопроса. Не случайно здесь лежит дневник участника кадровой программы «Якутия. Земля героев». Он разработан коллективом нашего учебного заведения, Высшей школы инновационного менеджмента. И здесь собрано абсолютно все для того, чтобы проходить обучение. И здесь самое интересное, что есть абсолютно четко все критерии, по которым курсанты имеют возможность оценить деятельность своего наставника. Вот как бы это, может быть, парадоксально не звучало, да, но оценка идет двухсторонняя. То есть и наставник может оценить работоспособность, рвение, вовлеченность своего курсанта, и у них есть возможность оценить своего наставника. Кроме этого, вот сейчас, например, наши ребята находятся на стажировке в Улусах. До этого это была 6-недельная стажировка в органах исполнительной власти, и там тоже была обратная связь, которую мы получали от органа исполнительной власти, который оценивал рвение нашего курсанта, и у них была возможность оценить место проведения стажировки. Поэтому вся программа, она построена на обратной связи, и мы очень гибко реагируем на все изменения, на все запросы, потребности. И вот надо сказать, что количество встреч, которые были проведены у Сарданы Михайловны с Владимиром, оно было максимальным. Они были на первом месте, и это было что-то порядка близко к 70, что ли, если я не ошибаюсь, понимаете? Поэтому вот эта технология, которую мы запустили, она очень интересна. И после каждой лекции, вы не поверите, есть возможность по QR-коду высказать свое отношение к тому, что вы услышали. И у нас есть очень разные оценки. У нас, по сути дела, формирует эта программа рейтинг лекторского состава нашей республики. Благодаря тому, что абсолютно четко каждый имеет право высказать свою позицию, высказать свою точку зрения. Вот такая уникальная программа. Это наш тоже первый опыт, такой широкомасштабный. Но вот сейчас уже известно о том, что не единожды будет она проводиться, что, возможно, на протяжении нескольких лет, несколько наборов будет вот таких курсантов по 25, либо больше. Это будет решаться уже на самом высоком уровне, да, по потребностям нашего региона. И я думаю, что теперь уже по накатанной мы будем использовать эту технологию. Вот.
Ну вот вы упомянули QR-код, у вас какие-то еще там инновационные методы обучения используются? Да. Вы знаете, мы разработали программу специально для удобства, во-первых, общения. То есть есть специальный канал общения внутри. То есть вот эти 25 ребят, они могут общаться между собой в отдельном канале. Причем эта программа достаточно удобна, Владимир не даст мне слукавить, потому что там собраны абсолютно все лекции, все презентационные материалы, которые мы даем ребятам, они могут к ним вернуться в любой момент и посмотреть. Это очень важно при работе над своей итоговой дипломной работой, да, которая у нас будет уже на следующий год, в мае 2026 года. Вот, кроме этого, там есть рейтинг, что тоже очень важно. То есть принцип соревновательный, он сохраняется. И вот, кстати, надо сказать, да, обратите, пожалуйста, внимание, что первую лидирующую позицию занимает как раз Владимир Жексембаев, который сегодня, которого вы пригласили в студию. Вот, поэтому очень интересный вариант. И кроме этого, там есть все лектора, которые были, начиная от первых лиц, видите, Александр Сергеевич Николаев, то есть вот все. Мы работаем одной командой на общее дело, на то, чтобы ребята прошли действительно внутреннюю какую-то подготовку к тому, чтобы занимать лидирующие, элитарные какие-то позиции относительно управления. Это какая-то специальная программа, которую наши айтишники разработали? Это Высшая школа инновационного менеджмента приобрела ее для того, чтобы было удобно. Вот такой вариант. Владимир, а что, по вашему мнению, отличает вот программу «Якутия. Земля героев», ну, кроме того, что есть специальная программа для общения, от каких-то других программ? Да, вот эти же программы, как вы сказали ранее, они у нас по всей России по инициативе Владимира Владимировича реализуются. Ну и связь со служивцами, как бы я поддерживаю. Есть у меня товарищи, которые тоже сейчас проходят обучение в других регионах. И получается, Высшая школа государственного управления. Инновационного менеджмента. Нет, которая российская, она реализует. Да, они реализуют ее во всех регионах. Только в нашем регионе, насколько я знаю, могу сказать, что у нас реализует наша Высшая школа инновационного менеджмента местная. Да. Понятно, то есть везде РАНХИКС. Да, везде РАНХИКС, преподавательский состав у них выезжают и программа. Но я думаю, программа наша, наверное, одинаковая, да, по содержанию. Конечно. Ну и у нас есть спикеры, которых мы привозим для того, чтобы наши ребята уникальные какие-то изюминки, управленческие. В этом последнем модуле у вас была тема, связанная с построением команды, да? Да. Геометрия команды. Долгов приезжал к нам. Да, Долгов Максим. Команда образования у нас был тренинг такой с 8 утра до 10 вечера. Да, кстати, у нас вот и так бывает. То есть второй модуль у нас был методом погружения. Мы выезжали в Хангаласский район, и все обучение проходило в режиме, начиная с 7, с зарядки, и заканчивали где-то примерно в 22 часа. Вот, жили, буквально с утра до вечера. Да, методом погружения, но это дало хороший эффект. Ну и кроме этого нам нужно было время для реализации каких-то треков особых. Это у нас был трек, например, патриотический. Это мы Николаев-центр посещали. У нас был поэтический трек. Мы записывали, да, не поверите, мы записывали поэтическую инсталляцию ребята читали стихи современных якутских поэтов по СВО. Вот, у нас еще был трек, связанный с записью песни. Скоро это тоже будет премьера. Если вам это будет интересно, мы вам тоже покажем этот материал, его можно будет использовать. И спортивный, конечно, потому что у нас было восхождение на Ленские столбы. Да, там проходили тоже тренинг. Так что у нас очень насыщенная, интересная жизнь. Что самое интересное было, Владимир? Ну, интересные спикеры, вовлеченность наставников,
Михаил Георгий Николаевич, вот он в силу своей занятости, я понимаю, какой, да, он все время приезжает и контролирует процесс нашего обучения. Руководитель аппарата да, главы правительства. Да, руководитель аппарата он является. Я понимаю, что он занят, но он на свободные беседы он приходит не в качестве спикера выступает, в качестве спикера он тоже был. Ну и в свободном общении это очень помогает усваивать материал, потому что когда какие-то вопросы остаются, например, но на нем, на его должности, я думаю, что все ведь все равно сводится. И он понимает как бы взаимодействие межведомственное тех, кто нам это читал. И какое-то объяснение небольшое хотя бы он дает, и происходит понимание усвоения материала. Очень хорошее. Вот, я лично для себя вот такое отметил, что в такой свободной беседе присутствие руководителя с большим опытом. И не только у наставника можно спросить что-то, а всегда мнение двух-трех свое формируется лучше. Вот так. Для себя я такое вот сделал. Для меня это было интересно в качестве обучения. А тем, что наше обучение наполнено различными треками, у нас и соревнования были между преподавательским составом. Высшей школы. Да, высшей школы инновационного менеджмента по волейболу. Ну, мы играли просто дружескую встречу, и курсанты, слушатели программы кадровой нашей. И точно так же, да. Ну и на подъем на Ленские столбы, он тоже был связан с тренингом. С нами были эксперты, психологи, прорабатывали какие-то моменты, постановку целей, я так понимаю. В процессе беседы мы шли группами, и с нами шли наши эксперты, которые с нами и проводили отбор беседы. Они психологи, и они в ходе свободной беседы к концу подъема, лично я только тогда понял, что все это была не свободная беседа, а все-таки какая-то установочная процедура. Это все было, да, это все было необычно. Тоже понравилось очень хорошо. Ну, тут, наверное, какой-то особой мотивации, наверное, не нужно, в смысле специально это мотивировать, потому что, мне кажется, достаточно мотивированные люди приходят на эту программу. Ну, конечно, вот ряд этапов, которые уже вот отборочных, да, и мы понимаем, что на каких-то этапах человек понимает, нет, не мое, да, и к нам уже пришли достаточно мотивированные люди, но все равно разобраться во всех нюансах. Вы знаете, у нас был вариант запроса, которого мы вообще не ожидали. Вот, понятно, психологическое сопровождение, мы ко всему готовы. Но потом появился запрос, как, например, сохранить свою семейную жизнь счастливую и совместить ее с госслужбой. Потому что ненормированный рабочий день, оказывается, это вызывает вопросы. И мы подумали, да, надо срочно давать основы глубинного общения. И поэтому таким образом у нас появилась Татьяна Анатольевна Ильина, хорошо вам тоже известная и часто бывающая у вас в качестве гостя, да, на актуальном интервью. И вот она с ребятами провела тоже достаточно серьезный тренинг и научила их глубинно общаться не только на работе, но и в личной жизни. То есть мы пытаемся... Вот программа, она живая. И поэтому, если появляется какая-то проблема, запрос, да, мы быстро пытаемся реагировать на эти вещи. Вот этим она и хороша. То есть она не статична, она действительно живая. Владимир, вот про общение с наставниками понятно, а с участниками другими как идет взаимодействие? У вас после командообразования уже можно сказать, что общество сформировалось, сообщество? Или до того она уже сформировалась? Ну, да, конечно, но все равно процесс знакомства у нас произошел. Ну, так как мы все люди, нас объединяет общая цель, то, что мы все участники СВО, все люди, носившие погоны, нам проще образоваться в команду было. Понимание все равно происходит, хоть все из разных подразделений у нас находятся, там порядка, мы считали, сейчас не скажу вам точно, чтобы не соврать, нас, по-моему, там порядка 18 подразделений различных войск. И здесь как бы, ну, все равно понимание одно есть, потому что армия, она все равно единая, да, и так далее. И вот как бы у нас команда, она образовалась практически сразу. Там не было делений никаких абсолютно, поэтому мы все объединены одной целью. Все учимся друг другу помогаем. И сейчас точно так же, как по всей республике, по всем муниципальным образованиям разъехались ребята. Я вот в городе прохожу сейчас стажировку, в городе Якутске. И мы все равно поддерживаем связь при помощи этого приложения, которое
Наталья Альбертовна сейчас рассказывала. Ну и не только. Так, по телефону делимся, у кого как проходит, кто какие впечатления получает. Но все довольны, все вовлечены. И все круто. Вообще, вы знаете, вот, Ирина, мы создали просто в нашей республике площадку, базу с множеством ресурсов, которыми человек, если захочет, он воспользуется, и будет все хорошо. Если не посчитает, не захочет воспользоваться, это его выбор. То есть ребята все имеют планшеты, они все имеют учебные пособия, разработанные Высшей школой инновационного менеджмента. Даже та красивая форма, в которой сейчас находится Владимир, это тоже, вот видите, с символикой. Да, это тоже вот галстук, на котором написано не просто буквы, скажем прямо, что у вас там написано? Земля героев. Да, у тебя земля героев. То есть все очень тонко, очень продуманно. Мы позаботились, насколько это было возможно, благодаря Айсену Сергеевичу, членам Департамента кадровой политики, Высшей школы инновационного менеджмента. То есть огромная команда людей работает на то, чтобы у ребят были все ресурсы. Им остается только воспользоваться ими. Каждый имеет планшет, это тоже очень удобно. Да? Вот, поэтому все готово для них. Отремонтированные помещения, все есть. Поэтому и те органы исполнительной власти, муниципалитеты, которые сейчас их принимают, они тоже готовятся. Они тоже подготовили места, где ребята будут проходить стажировку, рабочие места, там, техника, все необходимое для этого. Программу разработал каждый муниципалитет. Продумано все не просто так, планерка, да, либо объезд каких-то там помещений или похвастаться, что у нас хорошо есть. Нет, все это делается, исходя из той темы, которую курсанты выбрали для дальнейшей проработки. А эта тема, вы понимаете, она может быть впоследствии непосредственно связана с будущим назначением. Такое тоже возможно. Поэтому мы очень тщательно подходим к тому, чтобы определиться с темой. И уже надо сказать, что 5 человек имели возможность выступить перед Айсеном Сергеевичем и рассказать о своих заготовках. И темы очень разные. Это и переработка угля, это и работа над сохранением культурного наследия нашей республики, и юридические вопросы, и инновационная политика. Это очень разброс большой, и переработка шин. То есть каждый берет то, чем он живет, чем он болеет. И модернизация службы спасения в нашей республике. То есть такие очень глобальные вещи. То есть это некие проекты, которые как бы у них выпускными потом станут. Да, и впоследствии, если Айсен Сергеевич скажет, что да, хорошо разработан проект, может быть, человек и будет назначен именно в ту отрасль, с которой связана реализация этого проекта. И сможет его реализовать, и тем самым улучшить. Совершенно верно. Вот программа живая в прямом смысле слова. И она действительно может изменить нашу с вами жизнь впоследствии. Вот. А вот еще так вопрос у меня возник. Курсантов уже 25, Владимир в Якутске, соответственно, 24 курсанта, а муниципалитетов у нас больше. Значит, не все муниципалитеты. Повезло не всем, да. В 15 муниципальных образований поехали наши ребята. У нас даже есть такие, по 2 человека, да, поехали в Ленск, в Нерингре. Еще, по-моему, где-то 2 человека есть. А вот по какому принципу муниципалитеты выбирали? Это от желания муниципалитета прежде всего зависит? Конечно, это тоже учитывалось абсолютно точно. Но наша задача сейчас, вот видите, набрать, то есть дать набор различных практик успешных. Поэтому, конечно, мы смотрели, у кого какая тема привлекает больше. То есть если вас интересует тема там, сельского хозяйства, то, конечно, вы поедете именно в УЛУС, где эта тема проработана лучше, чем в других, например. Да? Поэтому вот все зависит от интереса, от запроса самих курсантов. В Арктику кто-нибудь поехал? Вы знаете, у нас по Арктике не было ярких запросов, поэтому у нас не получилась Арктика в этом году, но в перспективе мы рассматриваем такую возможность. Но там еще, наверное, учитывается, в смысле, курсанты, наверное, они же еще хотят в своих родных районах работать, нет? Вот есть такой момент? Вот как раз мы пытались сделать так, чтобы в свои родные районы никто не попал. Да, это тоже очень важно было. А почему? Ну, потому что не всегда можно оценить объективно и адекватно. Вот я из Кобяйского района, и мне кажется, все, что будет с ним связано, все будет хорошо. То есть нам важно было дать образцовые какие-то матричные решения, поэтому старались из привычной атмосферы
атмосферы, все-таки на точку роста выйти, вырвать человека и в другие условия его окунуть. Мало кто остался в городе Якутске. Вот Владимир остался, потому что сейчас очень горячая пора, и потому что его будущий проект, возможно, будет связан с реализацией именно в городе Якутске. То есть не так все просто. А можете сказать, что за проект, о чем? Да, он пока в разработке. Да, я еще... Ну, о чем, в какой области? Юридически? Ну, не юридически, да. Я как бы думаю, что проектов у нас много. Ну и в первую очередь я сразу же задумался о... Такой вопрос стал, как на что эти проекты все будут реализовываться, да? Какие будут привлекаться финансы на это. Ну и тут же... Ну, то есть, конечно, можно нафантазировать город под куполом, да? Конечно, конечно. Да, привлечение как бы инвестиций. Ну и мой проект, он связан с патриотическим воспитанием, создание Центра военно-патриотического воспитания. У нас на базе, так как есть стратегия, есть стратегические цели, которые и Владимир Владимирович ставит перед главами, и также Алексей Сергеевич ставил. Это у нас освоение Арктики, да, населения и так далее. Ну и в то же время метод применения там силовых структур, он не отработан. Проводятся арктические учения у нас раз в 2 года, по-моему, в России. А центров подготовки в арктических условиях на данный момент в России нет. И вот я бы хотел, чтобы наш регион стал флагманом. Первым? Первым, да. Пилотным. Где у нас будет создан такой центр подготовки и гражданского населения, научно-исследовательский центр, чтобы при этом был, и обучение также силовых структур и спасательных служб к действиям в Арктике. Интересно, почему же в Арктику не отправили-то? Но узнаем об этом в другой раз, когда придете еще раз. А какой вообще, вот как программа на вас повлияла? На ваше представление о будущем, ваши карьерные планы, они поменялись как-то вот за время прохождения программы? Да, конечно. Ну, когда такой вопрос нам задавали эксперты при отборах, какие ваши планы, мотивация, какие ваши стремления и цели. Ну, я думал в силу своей профессии, как я уже сказал, что работал в правоохранительных органах, я думал, что это будет связано как-то с безопасностью, ну и с профессией, что юрист, где-то в сфере, может быть, юриспруденции. Ну и так же, как все мы патриоты, хотелось бы патриотическим воспитанием населения, да, где могу принести вклад. Ну, в ходе образовательной программы, изучения материала, ну, вот я вижу, что существует такая потребность, тем более в условиях дефицита финансов, санкций и так далее, что надо, как Владимир Владимирович сказал, что происходит переустройство мира, оно происходит во всех аспектах. Я бы хотел, чтобы в этом переустройстве необходимо нашему региону занять место. Я бы хотел представлять Якутию на федеральном, на международном уровне. Где-то вот что-то такое связано. Привлечение сюда партнеров федеральных, зарубежных для развития нашего региона. То есть можно сказать, что участие в программе ваш горизонт расширило, Расширил очень сильно, да. Ну и потом, знаете, мы все-таки думаем, что карьерная траектория за год обучения, она может меняться. И это нормально, наверное, правда же? Человек расширяет, как вы говорите, горизонты, у него появляются новые какие-то, открываются новые опции. Он себя чувствует уже более уверенным, но он учится стратегически мыслить. И, может быть, из маленького проекта во время первой сессии мы вырастаем в какую-то глобальную программу к 3-й или к 4-й. Такой вариант тоже возможен. Сколько ребятам осталось учиться еще? Да, мы хотим вручить им дипломы ко Дню Победы 9 мая 2026 года. В планах у нас так. Ага, очень символично. Да. И получается еще практически весь учебный год впереди. Вся программа 714 часов, мы сейчас освоили 250. То есть впереди еще очень много. У нас еще дистанционные сессии есть. У нас впереди очень много.
А что, ну, что вы еще чуть-чуть раскройте, что это будут за модули? Вообще, знаете, логика построения какая была? Первая очная сессия была связана непосредственно с изучением работы органов муниципального Государство. да, наших министерств, да, и ведомств. Вторая сессия связана с муниципальными. Вот поэтому мы поехали сейчас в муниципалитеты. Третья будет связана непосредственно с хозяйствующими субъектами. То есть вот логика такая. Мы должны все... На практике подготовиться? Да, да, совершенно верно. И, возможно, после вот третьей стажировки у ребят уже четкое определение уже будет, где я себя увидела, где я себя чувствую наиболее комфортно, готов ли я переезжать, если вдруг это потребуется. Да? То есть вот это один вектор. Второй вектор, конечно, мы им даем не рыбу, а удочку. То есть мы не даем просто готовые знания. У нас весь материал — это стратегические сессии, это возможные практикумы, это выработка стратегических решений. То есть они постоянно находятся в какой-то мыслительной деятельности, постоянно из зоны комфорта мы их вышибаем намеренно, да? Но они уже смирились с этим и воспринимают это как данность. И, конечно, наша задача — дать основные управленческие технологии, которые можно применять везде, где бы ты ни работал. На селе, либо в Арктике, либо в городе Якутске. Но стратегическое планирование — это очень важно везде, согласитесь. Да? Коммуникативно-поведенческая основа. Ну, в общем, тоже. пригодится в любом случае. Тоже, да. Сервис-дизайн тоже нужен. Поэтому вот вторая линия — это мы даем все управленческие технологии. И они их осваивают на практике. Ну что ж, спасибо вам большое. Удачи. Удачи всем курсантам, удачи программе. Надеюсь, она, действительно, как вы сказали, будет еще продолжаться. Вам, Владимир, удачи. Это была программа «Якутия в деталях». С вами была Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем обо всем в деталях.